Спасибо, родные, спасибо, друзья. Уважаемое высокое собрание, дорогие друзья, народ Ингушетии на основе свободного волеизъявления сделал осознанный выбор, избрав своим лидером Мурата Магомедовича Зязикова. Только что он благочестиво и ответственно принес присягу своему народу, присягу на верность ему. Позвольте от имени парламента и правительства всего народа Кабардино-Балкарской республики сердечно поздравить Мурата Магомедовича с оказанным высоким доверием, пожелать ему многих лет плодотворных трудов на благо братской республики, да и Отечества нашего. Рубеж двух веков отмечен для наших народов непростыми испытаниями, но к удовлетворению они с честью выдержали эти испытания. Не затерялись на обочине истории, благодаря мудрости, нацеленности к добрым устремлениям наших народов. Для народа Ингушетии прошедшее десятилетие было периодом напряженнейшей деятельности по обустройству своей государственности, обретению достойного места в обновляющейся Российской Федерации. Обозревая пройденный Ингушетией путь за эти годы, можно сказать, что это были воистину исторические годы в жизни вашего народа. Сегодня молодой и вместе с тем древний народ республики созидает новую жизнь. Не могут не впечатлять темпы развития экономики, инфраструктуры жизнеобеспечения. Последовательно реализуется курс на формирование институтов гражданского общества. Все это убедительное свидетельство тому, что ингушский народ, несмотря на выпавшие на его долю в прошлом столетии испытания, не утратил свой нравственный, созидательный потенциал. А это прочный залог того, что народ Ингушетии вровень с другими народами Российской Федерации уверенной поступью пройдет по тернистым тропам не только 21 века, смею надеяться, и всего третьего тысячелетия. Кавказ – наш общий дом, и только совместными усилиями, бережно сохраняя и умножая это достояние, нам удастся направить протекающие здесь процессы в мирное, созидательное русло. Это поистине благородная цель, в достижении которой мы вместе с вами, уважаемый Мурат Магомедович, сможем внести достойную лепту. На протяжении последнего десятилетия Кабардино-Балкария и Ингушетия были едины в основополагающих жизненных позициях, а главное в вопросах строительства современной российской государственности. Главный их смысл в том, чтобы наши народы и впредь жили и развивались в единой многонациональной семье народов Российской Федерации, сохраняя при этом свою национальную самобытность и свои естественные права. Мы за укрепление государственного единства, за строительство новой и могучей России на принципах федерализма. Сегодня российское общество, преодолев период политических бурь и страстей, уверенно взяло курс на созидание новой жизни. Благодаря усилиям президента России Владимира Владимировича Путина предсказуемым стало развитие общественно-политических процессов в стране. Согласованы общегосударственные цели и интересы. Зримо возрастает доверие народа к власти. Эти и другие позитивные явления
уже дают положительные результаты, создают хорошие предпосылки для успешного осуществления стоящих перед нами задач, всех наших планов и намерений. Уверен, что Республика Ингушетия во главе с новым президентом сумеет сполна использовать предоставленный временем шанс, добьется ярких достижений по пути строительства новой жизни. Желаю вам, дорогой Мурат Магомедович, всемерно преуспеть в осуществлении этой высокой миссии, а братскому народу Ингушетии мира и благополучия. Мы приехали в большой делегацией. В делегации министр топлива и энергетики Ахметов, в делегации генерал Максимов, в делегации наш прокурор Кетов и другие товарищи. И при этом приехали не с пустыми руками. Мы привезли комплект рентгеновского оборудования любой больницы, на которую укажет новый президент. Более того, наши специалисты приедут, запустят и в действие и передадут по акту. Но кроме этого, как старший, проживший на этой земле намного больше, чем молодой ваш президент, от меня лично я ему привез офисные часы, по которым мы с ними должны будем сверять наш ход в 21 веке.